Дуслар, хәзер шәк белән генә йөри торган дустымны күрсәтәм. Сез аны инде әйтчедә бер күргән идегез. Менә шушы ишек артында ул урнашкан. Без аны белән инде күрешкәнбез. Мин хәзер бәдрәфкә чыгып кергән идем, ләкин видеога төшерәсемне әйтмәдем. Хәзер без менә монда керәбез. Лена, я к себе. Но не один, я со своей большой аудиторией. Менә дуслар, хәзер күрсәтәм. Менә ул Лена Колебакина, собственной персоной. Сейчас я, Лена, разверну камеру и задам тебе каверзные вопросы. Кстати, мои подписчики тебя знают, и это та самая Лена, которая каждый год задает Путину вопросы, причем умные, содержательные, и действительно, которые решают вопросы, мне кажется, в положительную сторону миллионы жителей нашей страны. Вы про детей говорили, вот девушка сидит, обман семей с детьми. В чем заключается обман семей с детьми? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Елена Усманова, деловая газета Татарстана, Бизнес онлайн, да, снова Татарстан. Сначала хочу вас действительно поблагодарить от имени Казани, что ей выпала такая честь проводить саммит БРИКС. Но вопрос мой, как вы понимаете по плакату, совсем о другом. В Татарстане группа мошенников обманула сотни семей, которые мечтали о своем доме. Лена, давай вообще начнем наш разговор с Чак-Чака. Давай. Любишь ли ты Чак-Чак? Дело в том, что, знаешь, у меня есть подруга, которую я всегда называл Джем. И я всегда приносил ей джем, но в один прекрасный момент оказалось, что она этот джем не любит. И всякий раз, когда я приносил этот джем, она передаривала этот джем другому человеку. Но призналась она мне лишь об этом, ну, не знаю, спустя некоторое время. Вот я своим подписчикам сказал, что я прихожу, есть моя подруга очень близкая, к которой я хожу только с Чак-Чаком. И признайся, любишь Чак-Чак или нет, и если да, то почему? Обожаю Чак-Чак. Как видишь, мы с тобой уже половину Чак-Чака, который ты принес, съели. Да. Лично я съела половину, признаюсь. Хәерле көн барыгызга. Менә минем шундый традиция бар. Мәскәүдә минем бер дустым бар. Мин аңа һәрвакыт барган саен Чак-Чак алып барам. Менә кердем, шөкер, Мәскәүдә Чак-Чак алырга һәрвакыт мөмкинлек бар. Менә берничә төртәгесе була. Берсе бәхетленеке, менә миңа иң ошаган ул да булса бәхетленеке. Һәм бар питрәчнеке. Менә мин кердем хәзер перекресток кибетенә. Менә монда бар Казанда эшләнгәне продсервис дип атала. Һәм менә өстәрәк карадым. Өстәрәк менә шушындый зеленая линия Чак-Чак с гречишным медом. Мондыйны алганым юк иде әле. Менә күрәсезме? Ләкин шунысы бар, әйе, хикмәт. Менә монысының алда торганының датасы язылган. Мин һәрвакыт датага да игътибар итәм. Алда торганында менә монда 18 август дип язылган. Срогы чыга февральдә. Ләкин арткарак кертсәң, менә монда кулыңны ишкәрәк сузсаң, менә монда декабрь чыга. Декабрьдә ясалып, ул әле майда гына чыгачак. Менә бу мәсәлән зеленая линияны мин әле алганым юк, шуңа күрә монысын алсам дөресрәк булыр. Әким янына барганымны мин сезгә соңга күрсәтермен. Сез инде әйтчедә аны күргән идегез. Шуңа күрә әлегә сюрприз булып торсын. Берничә сәгатьтән күрәчәксез. Да, очень люблю Чак-Чак. Ем его редко, только когда вот такие гости, как Ренар, приходят и приносят мне этот Чак-Чак. А сама пробовала готовить? Нет. Ну а в теории представляешь, как вообще готовится Чак-Чак? И что для этого нужно? Какие компоненты, какие ингредиенты? Я знаю, что там точно нужен мед и тесто. Ага. Но нет, я боюсь, что я слишком такой занятой человек, чтобы еще Чак-Чак дома делать. Не, это точно не моя сильная сторона. Ну, перейдем от Чак-Чака к вопросам насущным, к этой самой горячей линии, к прямой линии совмещенной с пресс-конференцией. Ты помнишь свой первый год, когда ты туда попал, и какие у тебя были ощущения? Ну, давай я на самом деле открою секрет. Первый вопрос я задала не на прямой линии, не на пресс-конференции президента, вот такой традиционной, которая в конце декабря, а в 2013 году на G20, итоговой пресс-конференции по итогам G20, это было в Санкт-Петербурге. Вот тогда президент тоже давал пресс-конференцию, в соседнем зале давал пресс-конференцию Барак Обама. Да, и тогда мне повезло, на самом деле, в первый раз, когда я задала вопрос президенту. Девушка, дадим сюда. Мы без работы оставили господина Пескова, который собирался начать руководить пресс-конференцией, но так и... Ну, сейчас вы поруководите, сейчас, секундочку, пожалуйста. Я прошу прощения, одну секундочку. Я предлагаю еще два последних вопроса завершать, потому что еще предусмотрены двусторонние встречи. Быстренько. Владимир Владимирович, я
Я тоже хочу ненадолго вернуться опять к проблеме Сирии, потому что это все-таки вопрос, который обсуждается, наверное, ну, он по большей части обсуждался с закрытыми дверями. У меня вопрос в следующем. Вы как-то говорили, что Россия ни при каких условиях не будет вмешиваться, собственно, в военный конфликт в Сирии. Да. И в связи с этим у меня вопрос. Если все-таки военные действия там начнутся, Россия будет так помогать там уже Сирии? идут военные действия. Но нет, я имею в виду извне. Будет Да. ли Россия помогать в Сирии? И, по вашему мнению, в какой еще, может быть, стране может возникнуть подобная ситуация, как в Сирии? Спасибо. Знаете, мне даже не хочется думать об этом, о том, что еще одна страна будет подвергнута какой-то внешней агрессии. И он был про то, будем ли мы помогать Сирии. Ух ты! Видите, пророческий вопрос, кстати, оказался. А ты помнишь ответ? Как он тогда ответил? Да, он сказал, что будем, да, помогать, но он сказал, что я ему еще помню, кричала уже без микрофона, как будем помогать. Ага. Кстати, тоже в первом ряду сидела в малиновом платье, как сейчас помню. А это платье у тебя сейчас сохранилось? Где-то дома лежит, да. Да, есть где-то. Ну вот, и он сказал, что будем помогать. Я спросила, как? Он сказал, ну, что-то типа там гуманитарно, там, ну, вот такие планы. То есть речи про то, что мы будем там авиацией помогать, какие-то базы у нас там будут, он тогда об этом ничего не говорил. Лена, но из всех вопросов, которые ты задала Путину, мне кажется, в историю прочно войдет тот вопрос, который ты задавала про наименование президента. Я помню... Это было в 15 году. 15 году. Ух ты, это получается прошло 9 лет. Знаешь, такое ощущение, как будто это был вопрос вчера. И я помню вот эту коронную фразу Путина, когда он сказал, называйте как угодно, главное печь, да? Горшком, какой горшком назови, только в печку не ставь. Да. Татарам давайте слово дадим. Тут такой большой плакат. Спасибо большое, Как без Владимир татар? У нас Владимирович. без татар невозможно. Меня зовут Елена Колебакина, представляю деловую газету Татарстана «Бизнес онлайн». У меня к вам, просто мне не простят жители Татарстана, если не задам вам именно вот эти вопросы. Вот в своем послании вы говорили о том, что, вернее, подчеркивали, и что не стоит ставить знак равенства между добрым, трудолюбивым народом Турции и правящей верхушкой. Что много у нас в Турции надежных друзей. И, как вы знаете, Татарстан за эти годы создал с Турцией много всяких прочных экономических, культурных связей. И вот что же нам делать теперь? Рвать все эти связи, разрывать связь со всем тюркским миром? Ведь именно так была оценена недавняя телеграмма Владимира Мединского с рекомендацией о том, что нужно прервать все контакты с международной организацией Тюрксой. Вот что делать с теми инвесторами из Турции, которые вложили четверть всех иностранных инвестиций в Татарстан? Это мой первый вопрос. И позвольте второй, иначе жители Татарстана точно будут не очень довольны. А второй мой вопрос вот какой. С 1 января 2016 года президент Татарстана Рустам Минниханов должен перестать именоваться президентом по федеральному закону. Но это может стать ударом по национальным чувствам всех, собственно, татар мира. А вы, напомню вам, всегда говорили, что по Конституции это дело внутренней республики, как именовать главу, собственно, региона. Все-таки будет ли федеральный центр настаивать на переименовании должности главы Татарстана? Спасибо. Да, по поводу президента Татарстана. Вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана. Я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства. Вот уже знаете, как остро реагирует на свои национальные чувства народа Кавказа. Ну, даже если Чечня сказала «нет», у нас в стране должен быть один президент. А мы сделаем по-другому в отношении руководителя первого лица республики. Это выбор был чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решаете, ладно? Давай вспомним вот этот вопрос. А почему ты именно этот вопрос решила задать? И как тогда полностью ответил президент на этот вопрос? Ну, я сейчас тебе не процитирую, как он полностью ответил.
Но как мы решили, мы же в редакции принимаем решение, какой задать вопрос. Ну, на тот момент это была, скажем, такая интересная, насущная проблема для Татарстана, да, потому что уже, можно сказать, все переименовались, да, главы регионов, все стали уже главами республик, только Рустам Нургалиевич оставался у нас президентом, да. Ну и, собственно, вот тогда я задавала вопрос, на самом деле был там вопрос, он двойной у нас был. Помните, наверное, ситуацию со сбитым самолетом, да, наш самолет, помните, сбили, там, Турция сбила. Да. И вот у меня была первая часть вопроса про то, как мы будем там с Турцией налаживать отношения, потому что все-таки инвесторов из Турции много в Татарстане. И вторая часть, я вот еще говорила, что вот мне не просят жители Татарстана, если я задам этот вопрос. Второй был про наименование, да. И президент ответил так. На самом деле, я помню, что я тогда сидела на пресс-конференции и подумала, вот он так ответил, что непонятно, как ответил, да, то есть хоть как хочешь интерпретировать. Ну, как мы знаем, как интерпретировали все в Татарстане, да, и как вот Минниханов... Ну, мы до последнего боролись, да, чтобы оставили наименование президента. Грубо говоря, Минниханов только с 24 года перестал быть президентом, стал раисом. Я помню, потом после этого на пресс-конференцию с Минниханом тебя приглашали ведь в Казань. Да, вот вы... И тогда, если не ошибаюсь, Миннихану не очень понравилось, что расковыряли этот вопрос, и он сказал, что лучше бы не задавали, наверное. Я не помню, если что-то честно. он как-то... Не помню. Я не помню, как уже, что он там, как Минниханов, условно, там отреагировал. Действительно, я тогда была на пресс-конференции с Миннихановым, наверное, единственный раз, когда меня именно из редакции туда специально, можно сказать, выписали. Это была пресс-конференция с женщинами, журналистами в честь 8 марта. Да. А что тебе тогда подарили, не помнишь? Потому что все, кстати, журналисты очень хотят попасть на пресс-конференцию с Минниханом из-за того, что там после встречи выдают то ли сертификаты, то ли... Да. Я помню, айфоны даже какой-то год дарили. Это когда айфоны дарили, мне кажется, наверное, до 2014 года, когда там курс рубля у нас был другой, да, и цены были другие. Да. Нет, когда я пришла, уже тогда никаких айфонов уже не было. Уже были, помню, карточки в «Золотое яблоко». В Москве еще «Золотого яблока» не было. Я, помню, эти карточки давали. Но так как мы в редакции сдаем все подарки в бухгалтерию. Серьезно? Да. Ничего себе. Вот так вот. А какие еще ты задавала вопросы Путину, касающиеся Татарстана, татар, Казани? Сейчас расскажу. Еще был вопрос, когда было крушение Татфонбанка. Я что-то не помню этот вопрос. Там был вопрос про, по-моему, повышение вот этой суммы, которая застрахована на вкладах. То есть, да, до этого было долго 700 тысяч, я задавала вопрос про то, что вот ее повысить бы, наверное, надо. Малого бизнеса. Сейчас, давайте мы прямо начнем, может быть, я тоже буду вам помогать немножко. Спасибо. Вот здесь татары, там еще, там куда без татар, куда нам без татар, давайте, в чем проблема? Владимир Владимирович, меня зовут Елена Колебакина, деловая газета «Бизнес онлайн». Вопрос у нас такой. Вот, как вы знаете, наверное, в нашей стране растет число проблемных банков. Центробанк постоянно отзывает... Почему здесь татары? Хитрая какая. Продолжение будет. Центробанк постоянно отзывает лицензии и вводит мораторий на проведение расчетов. И этот процесс затронул в том числе и Татарстан. Вот поэтому Татарстан. Понятно, что вкладчики, физические лица, им средства вернутся, да, в рамках закона, в рамках этой суммы 1 миллион 400. А вот малые предприятия, малый бизнес, о котором вы так ратуете, они же банкротятся, они в третьей очереди, до которых очередь, как правило, вообще никогда не доходит. Вопрос у нас такой. Может быть, стоит сделать по аналогии с АСВ какой-то фонд страхования для юридических лиц? Может быть, у вас есть какие-то, конечно, свои идеи, как решить эту проблему. И все-таки, может быть, у нас ситуация идет к тому, что у нас останется, может быть, 4-5 федеральных госбанков. Как вы думаете, нужны ли нам вообще небольшие региональные банки? Спасибо. Во-первых, ту линию, которую проводит Центральный банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все на экспертном уровне. И по-моему, что-то как-то так вопрос звучал. И он, собственно, он что-то там ответил. Короче, я уже не помню, что конкретно ответил там президент, но вскоре после этого 1 400 000 реально стало этой застрахованной суммой на вкладах. Вот. Еще задавала когда-то вопрос, что-то связанное с авиапромом. Я уже не помню конкретно там, как вопрос звучал. Вот. Ну и важный вопрос в прошлом году, я считаю, был задан про Волгу. Как видите, в этом году она не обмелела. Да, кстати, да, действительно. Ну, как Путин сказал, мы не бросим все на самотек в прямом и переносном смысле. Дима, извини, пожалуйста. Вот убивают Волгу. Что такое? Что с Волгой? Судя по всему, сейчас будем все время в таком вот... Проблема такая. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Елена Усманова, деловая газета Татарстана «Бизнес онлайн».
В этом году жители регионов Поволжья столкнулись с катастрофическим обмелением Куйбышевского водохранилища. Все лето воду спускали в низовье Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Как вам кажется, нужно решать проблему с обмелением Волги? И не кажется ли вам, что с таким отношением мы можем потерять главную русскую реку? Спасибо. Ну, я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Кстати, если не ошибаюсь, после этого же вопроса на тебя обрушились с критикой из Волгограда, да, журналисты? Из Астрахани, да. Из Астрахани, да. Там писали даже какие-то местные какие-то, там, кто же, общественники, не знаю, активисты. Был целый, у них, я даже нашла в Телеграме пост. Там человек писал о том, что Татарстан катит бочку на их губернатора Бабушкина, да, там, и вот заслали такую журналистку, как бы все, там, не знаю, что чуть ли не знаю, Немниханов этот вопрос поручил задать. На самом деле нет. Как вы понимаете, у нас СМИ частные, и задаем вопросы мы сами, какие хотим. Лена, ну и самый главный вопрос, как себе удается каждый год, во-первых, занять место такое козырное, то есть с которым... Если я расскажу всем, то все места сразу будут заняты. Если я раскрою главный секрет, как я туда сажусь в первый ряд постоянно, то все места в следующем году будут заняты, к сожалению, мне кажется. Ладно, я так скажу, как задать вопрос. Мне все спрашивают, как тебе удается, да? Получается, вот в общей сложности я задала вопрос 6 раз. Вот. Это за какое количество, получается, лет? Ну вот с 13-го года. Ну, если учесть еще, что на нескольких пресс-конференциях я не была, потому что то я в декрете была, то ее не было в 22-м году, то она была там, допустим, когда коронавирус был как-то вот по удаленному формате, я там тоже не поехала. То есть фактически каждый раз присутствуя на этой пресс-конференции, ты задавал вопрос? В большей части раз, скажем так. Потому что, не стопроцентная вероятность, но она есть. Ну и вопрос все-таки, как стать видимой для президента? Ответ, наверное, такой. Главное – удача. Вот я вообще уверена в том, что главное – это удача, везение. Нет, вот каждый раз я всех уверяю, потому что я ни с кем не договаривалась, никто со мной не договаривался, никто мне не говорил, тебе дадут слово. Такого не было. Так что главное – это везение, большое желание это сделать, да, и удачный плакат. Лена, ты... Вопрос. Я обратил внимание, что в этом году, когда ты задавал вопрос Путину, на твоей одежде был изображен совсем даже не белый барс, не Ак-Барс, символ Татарстана, а символ твоей родины Архангельска. Почему ты решил все-таки вместо белого барсика, Ак-Барса, отдать предпочтение Архангельскому? Кто изображен? Это Мезенский конь. Мезенский конь. Да, красный конь. Да. Ну почему... Так, секундочку. Да. Так. Почему Мезенский конь? Ну, как ты уже правильно сказал, я родом из Архангельской области. И, не знаю, конь просто красный, он яркий, и это, можно так сказать, мой привет моей родной Архангельской области, потому что многие меня, кто знает меня, но не знают, где я там работаю, спрашивали, почему я задаю вопросы, не связанные с нашей областью. Но это как бы такой немножко, скажем так, привет, да, моей родине, сказать, что я ничего не забыла, она у меня в сердце, вот красный конь. Те, кто хотели, те поняли это, на самом деле. Одежда с изображением белого барса, Ак-Барса у тебя имеется? Нет. Вот поэтому ты не ходишь в этой одежде на пресс-конференцию с Путиным. Точно. Так что возьмем это на заметку, может, в следующий раз как раз я и приду вместе с Чак-Чаком, еще и дополнение к Чак-Чаку будет с изображением белого барса. Нет, или этого, наверное, как дракон-то это или что-то? Зеланд. Змей, Зеланд, точно, Да. или что там, да, точно. Всё. Или что-то такое надо. Хотя уже активисты, вот эти обманутые ижестники уже прислали мне фотографию, что они распечатали на футболке Путина и его последнюю вот цитату: «Леночка, надо с этим разобраться». Не понимаю даже, о чем вы сейчас говорите. Ну вот такой случай у нас случился в Татарстане. Сотни семей действительно оказались в таких ситуациях. Но куда деньги-то они перевели? Вы сможете мне ответить? Нет? Я вам тут вот тонкости эти не скажу. Я знаю, что эти они тонкости, брали... послушайте меня, как вас зовут? Елена. Лена, но эти тонкости имеют значение. Давайте обязательно с этим... Экскроу счетов там точно не было. Ну, послушайте, а как же они деньги? Леночка, это может иметь отношение к тому, что делается с деньгами наших граждан, когда выманивают у них деньги с их счетов. Давайте с этим обязательно разберемся, потому что на этом конкретном случае надо будет, проецировать его на другие возможные случаи подобного рода. Тебе было приятно, когда тебя Путин назвал Леночкой? Конечно. То есть муж не приревновал, что помимо него кто-то еще может так ласково на всеобщее обозрение тебя так назвать? Нет, муж меня не приревновал, это мне, конечно, было лестно.
Ну и все уже над этим, конечно, пошутили, как не сегодня только один знакомый написал, кажется, он редко кого так называет. Вот, Так вот. что- И финальный вопрос, Лена. Многие обратили внимание, что у тебя татарская фамилия, то есть у тебя, составная фамилия Усманова Колебакина. То есть Колебакина Усманова. А Колебакина, то есть все-таки татарская фамилия на втором месте. Потом Откуда сама эта фамилия? То есть ты сама татарка или тебе фамилия досталась от мужа? Ну, нет, я, как-то уже, мы опять по нашему разговору понятно, я всегда всем отвечаю, что я не татарка, я поморка, потому что я из Архангельской области, а фамилия, да, от мужа досталась. А подписываюсь Колебакина Усманова, потому что, большую часть жизни все-таки была Колебакина. Ну все, Лен, спасибо тебе большое за столь содержательное интервью и беседу. Пожалуйста.